Полпред президента ВСК-ФО провел также расширенное совещание. Александр Матовников ознакомился с социально-экономической ситуацией в регионе. Говорилось о том, как развивалась республика в последние годы. И тут нельзя не отметить десятки медицинских, образовательных и спортивных объектов, построенных в рамках государственных программ. А к концу 2022 года их станет еще больше. Светлана Томова продолжит. Для Александра Матовникова, как полномочного представителя президента ВСК-ФО, это первая поездка, и основная ее задача, как отметил полпред, это погрузиться непосредственно в обстановку в регионах по всем направлениям. Рассчитываю здесь, в Магасе, плодотворно поработать вместе и обсудить с помощью каких инструментов следует выполнять задачи, поставленные в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию в программном документе для нашей страны на многие годы вперед. Глава государства отметил, что сегодня нашими важнейшими конкурентными преимуществами являются знания, технологии и компетенции. И именно к их развитию мы должны стремиться. Это ключ к настоящему прорыву, повышению качества жизни наших людей. Обращаю внимание на необходимость безусловного выполнения положений Майского указа президента номер 204 от 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Юнусбек Евкуров отметил, что несмотря на существующие проблемы, последние годы республика активно развивалась. Все достижения региона – это результат всесторонней поддержки федерального центра и успешного взаимодействия с представительством президента России в ВСК-ФО. В сфере экономики происходит реальные изменения. Мы по ряду позиций занимаем лидирующие места в округе, в регионах, в том числе и по росту собственных доходов, и по индексам промышленного производства, сельхозпроизводства и так далее. Но это тоже связано с тем, что довольно серьезно развиваются и инвестиционные проекты, и программы, серьезно вложенные средства в экономический блок, они уже дают определенные уже результаты. Ну и работа непосредственно по линии малого и среднего предпринимательства, крестьянского фермерского хозяйства. То есть общая работа дает такие хорошие результаты. Мы входим уже за последние 4 года в число 20 регионов России по социально-экономическому и общественно-политическим процессам и вопросам. Выходим в 20-ку и за эти годы получали хорошие, серьезные бонусы по линии правительства Российской Федерации. Премьер Руслан Гагиев в своем докладе подчеркнул, что в социально-экономическом положении регион за последние годы характеризуется положительной динамикой по всем ключевым показателям, которые также сохраняются в текущем году. В текущем году отмечается рост индекса промышленного производства на 8,9%, в том числе по обрабатывающим отраслям в 2 раза. Это 201,1% производства. Производство продукции сельского хозяйства на 5,5%, среднемесячные зарплаты на 15,5% и 15,6%, я прошу извинения. Объем строительных работ увеличился в 1,9 раза. Демографическая ситуация характеризуется высокой рождаемостью и продолжительностью жизни 80,8 года. Таким образом, в Республике Ингушетия уже к 2018 году обеспечено достижение национальной цели, установленного в Майском указе президента Российской Федерации по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Также премьер подчеркнул, что за последние 10 лет в регионе построена и отреконструирована 51 школа, 42 детских сада. В рамках развития системы здравоохранения построен 31 объект, в том числе в 2017 году такие крупные медучреждения, как перинатальный центр и республиканская детская больница. Также построено 16 спортивных объектов, в том числе дворец спорта на 3500 мест и 34 промышленных и сельскохозяйственных объекта. Всего за 10 лет введено около 500 объектов различной направленности. В республике совместно с федеральными министерствами и институтами развития проводятся мероприятия по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» государственная программа Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа за счет бюджетных средств оказывается поддержка экономически эффективных инвестиционных проектов.
Юнусбек Евкуров отметил, все, что сделано в республике за последние годы, удалось благодаря реализации федеральной целевой программы. Когда мы планировали федеральную целевую программу, сумма, заложенная изначально, была сперва 122 миллиарда рублей. 122 миллиарда рублей обеспечивала выход вот на среднестатистический, среднероссийский, северокавказский уровень. То есть, если бы мы завершили по программе за 122, то тогда мы должны были выйти на полное обеспечение, на выравнивание республики по сравнению с другими субъектами. Но потом эта сумма секвестировалась до 72, и в конечном итоге эта сумма у нас обозначилась 28 миллиардов федеральных и 5 миллиардов местного бюджета. То есть в итоге получилось за 28 миллиардов, мы выполнили задачу. Александр Матовников, в свою очередь, отметил, что действительно за последние 10 лет в Ингушетии сделано много. Полпред подчеркнул, что необходимо тесно работать с федеральными министрами. А самое главное – это качественное выполнение поставленных главой государства задач. Программа, которая создана и выведена в результате майских указов президента, они все прописаны. Мы будем жестко контролировать их исполнение. И, безусловно, участие федеральных органов исполнительной власти и особое отношение к Северокавказскому федеральному округу было выражено, в частности, председателем правительства на межправкомиссии, которая проводилась 2 дня назад. Он сказал, что подписал соответственное постановление о приоритете Северокавказского федерального округа по сравнению с другими округами и Дальневосточного федерального округа в обеспечении выполнения тех задач, которые прописаны в майских указах и национальных программах, и в том числе и федеральных программах, которые существуют. Поэтому будем рассчитывать на то, что поддержка будет, будем работать, и надеюсь, что у нас это получится. После совещания председатель правительства Руслан Гагиев отметил, что у нас успешно в 2017 году завершена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 2010-2016 годы, в рамках которой реализовано 139 проектов по различным направлениям. По состоянию на сегодняшний день в субъекте отмечается рост индекса промышленного производства. У нас прекрасные демографические также показатели. Особенно хочу отметить, что за последние 10 лет в регионе введено около 500 объектов, в том числе социальных, промышленных, сельскохозяйственных. И на сегодняшний день наша основная задача заключается в достижении национальных целей развития, установленных указом президента Российской Федерации. Мы приложим к этому максимум все свои усилия. В 2018-2022 годах в республике планируется масштабное строительство социально-экономических объектов, в том числе по линии образования более 20, здравоохранения 5, в спортивной сфере 6 объектов, в промышленности 3 объекта, что позволит создать дополнительные рабочие места. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.